Благодарю вас. Далее форум таджикских демократов и свободомыслящих людей. Я Шерзамонов Алим, форум свободомыслящих Таджикистана. Дамы и господа, в течение недели много мы говорили о разных нарушениях прав граждан Таджикистана. Когда какое-то государство для установления личной власти одного человека на протяжении более 20 лет пытается взять под контроль даже мысли людей, чтобы, не дай бог, не появилась опасная идея об изменении политического устройства, вполне естественно, что, касаясь любого вопроса ограничения свободы, мы вынуждены будем повторяться многократно, но такова наша реальность. Вынуждены бежать мы, общественные активисты, журналисты, адвокаты, политические деятели и просто родственники неугодных таджикским властям людей, вынуждены вызывать к мировому сообществу. Несмотря на то, что наша страна очень маленькая, с небольшим населением и, возможно, стратегически неинтересная для больших игроков, хотим сказать, что мы тоже хотим жить в безопасной среде у себя на родине и среди родных и близких. Внутри страны сильно ограничивается свобода мирных собраний и ассоциаций. Про митинги и говорить не приходится. Этого права мы лишены полностью. Сегодня мы оказались перед очередной угрозой стабильности в регионе. 2 дня назад президент Рахмон в столице автономии Хароге, называя этот народ преступниками и наркоманами, объявил Харог криминальным городом и дал указание силовым ведомствам в месячный срок навести порядок, если для того потребуется даже применение вооруженных сил. Это заявление является грубейшим нарушением Конституции страны и международного права. Такое заявление главы государства, стабильность которого вызывает весьма серьезные опасения, по крайней мере, безответственно, если не сказать преступно. За месяц до того президент страны публично объявил шиизм в Таджикистане вне закона. Это не первое заявление главы государства, сеющего межэтническую и межконфессиональную рознь. Такие безответственные заявления могут угрожать территориальной целостности государства. Мы призываем международное сообщество дать правовую и политическую оценку таким заявлениям главы государства, члена ОБСЕ и других международных организаций. Благодарю вас за внимание.